огромная совместная победа Ингушского национального совета и руководства большевиков. Но, к сожалению, мирный исход казаков из Ингушетии оказался не на руку реакционному казачеству в Моздоке, находившемуся в сношении с приближающимся на Кавказ Деникиным. Население этих станиц им было нужно в грядущей военной операции по взятию Владикавказа. К деникинским атаманам Соколову и Беликову примыкают и осетинские группировки во главе с Георгием Бичераховым. В ночь на 5 августа 1918-го они совершают нападение на Владикавказ. В первый же день ингуши с боем освобождают делегатов 4-го съезда народов Терека, заблокированных в здании кадетского корпуса. В эти дни как раз проходило Присутствие в регионе Российской империи без ее военной, административной и социальной поддержки и уже понесшие серьезные потери в первых самостоятельных военных конфликтах с ингушами, горячо приветствуют такой демократический выход из положения. Им предоставляется земля близ Моздока и компенсация за хозяйство от Советской Республики. 120 миллионов от суммы компенсации, колоссальные средства по курсу рубля того времени, обязуется выплатить Ингушский национальный совет во главе с Весангиреем Джабагиевым. Последовательный сторонник мирного решения споров с казачеством, он также участвует в работе комиссии. Наконец, через 60 лет поселенные здесь еще Ермоловым казаки начали выселяться с Ингушской равнины. Без войны, без кровопролития. Это была 4 марта 1918 года на втором съезде народов Терека в Пятигорске, куда ингуши во главе с Гапуром Ахриевым и Бексултаном Костоевым пробирались с боем через вооруженные кордоны станичников, провозглашается Терская Народная Советская Республика, первым же указом которой создается комиссия по Чересполосице. Так называли полосы казачьих станиц, перерезающие территории горских народов. Ввиду все обостряющихся отношений между ингушами и казаками станиц Сунжинской, Тарской, Окиюртовской и других, закрывающих ингушам выход на плоскость, вопрос о выселении названных станиц и помещении их в лучшие условия жизни необходимо разрешить безотлагательно в положительном смысле. Казаки, не имевшие опыта жизни среди горцев без присутственного срока, выселиться в Моздокский район. Очень характерен такой случай. С казаками, сдававшими оружие, приехал в Воронцово-Давшковский старик, старше 100 лет. У него в станице была пасека и дом, полная чаша. Казаки плакали, когда сдавали оружие, проклинали, ругались. И этот старик сказал им: «Вы плачете, а я смеюсь. Я был самым богатым человеком в станице. У меня было столько-то ульев пчел, столько-то скота. А теперь я заплатил свой долг. Я помню, когда мы выселяли ингушей, мы не давали им допечь хлеб и выбрасывали детей из люлек. Это произвело большое моральное действие. И слезы прекратились, и злоба исчезла. По крайней мере, на данный момент». И уже начавшим было переселяться местным населением. благодаря очень быстрым, профессиональным и эффективным мерам, которые были предприняты ингушской стороной, прежде всего, в первых числах августа 1918 года была проведена, вот это, можно сказать, молниеносная операция по освобождению Владикавказа от мятежников. Сначала были захвачены станицы Сунжинской линии, уже к 10 августа Владикавказ был освобожден. Из воспоминаний полковника Мусы Саутиева. Взятием станиц августовское восстание было ликвидировано. Станицы были разоружены, и Народный совет предложил в течение определенного срока выселиться в Моздокский район. Очень характерен такой случай. С казаками, сдававшими оружие, приехал в Воронцово-Давшковский старик, старше 100 лет.
У него в 4-й съезд народов Терека, опять же, в Владикавказе. И одной из целей бичераховцев был захват делегатов съезда, в работе которого участвовал уже еще один виднейший член большевистской партии Серго Орджоникидзе, который сменил Кирова на тот момент здесь. Им с большим трудом удалось спастись на территории Ингушетии, если точнее Базовкина, которая в то время была самым большим сельским населенным пунктом Ингушетии на плоскости. На этом же съезде избирается экстренная тройка, которая будет руководить ингушами в условиях новой войны. Висангирей Джабагиев, Исаак Мулла Чапанов и Муса Саутиев. Именно эти 3 человека разрабатывают план разоружения станиц, примыкающих к городу, в которых засели вооруженные мятежники во главе с генералом Рощупкиным и уже... Кани из Парижа спрашивает, есть ли общие точки соприкосновения между каббалой и суфизмом? Суфизм – это исламская каббала? Суфизм – это исламская каббала. Суфисты, они придерживаются тех же принципов, что и каббалисты. Но суфизм, он намного проще, намного более такой... Уровень эгоистический, да? Ну нет, но дело в том, что да, он относится к исламу. Но он, да, это, я бы сказал просто, это давайте принимать ее так, это исламская каббала. Да. То есть все, что написано в суфизме, на самом деле в чисто суфистских источниках, это взято из каббалы, и это верно.